И снова там, где горячо, чтобы встретиться с земляками. Бой, работаем! Увидеть новые разработки боевых дронов. Сейчас главное, чтобы у нас поставки слышали. И узнать, как восстанавливают еще один подшефный нам город. Покажем, чем удивили на форуме «Армия». Неплохо вышло. И над чем будем работать дальше. Готовы заключить с Министерством обороны соглашение. Это и многое другое. Очень приятно. Сколько тонн? Вместе с Айсеном Николаевым. Мощь которой видна невооруженным взглядом, поражает и удивляет размахом и возможностями большой страны. А еще площадка снова ставшая крупнейшим мировым смотром инноваций и современной продукции военного назначения. В 10-й юбилейный раз вектор направления, когда-то чуждый большинству, сегодня открывает возможности создавать, Легкость, рассеивающий эффект. а еще производить. Перископный прицел для скрытого наблюдения и ведения огня. Особенно ценным становится личный опыт. Я служил на СВО. Постоянно обстрел идет. Проблема была в том, что ты не утащишь с собой много еды. Когда некогда думать о насущном. Мы собрали такой вот. Это 500 калорий, весит 50 грамм, оленина либо жеребятина вяленая, брусника якутская, якутский хангаласский мед. Разбираться в военном деле теперь приходится и губернаторам. Прошлой весной еще слабоватый был, если помните. Вот, а уже сейчас ближе. Это глава у электромотоцикла Тимир Ат. О нем же в следующем интервью. Очень хороший мотоцикл. Он, во-первых, имеет достаточно большой запас хода. Не менее 50 километров по пересеченной местности, по ровной до 100 километров. Достаточно мощный, практически абсолютно бесшумный. Заводить не надо. Сразу вот ручка газа и все, поехал. Первые из них прошли специально, ну скажем так, боевую обкатку. Были внесены усовершенствования. Мы намерены этот электромотоцикл производить в большом количестве, уже поставлять в вооруженные силы. Техника, которая раз за разом поставляется на фронтовую полосу и приближает победу не без помощи таких вот смелых бойцов. Этого вместе с оружием уже прозвали ходячие зенитные системы, произведенные в Якутии. В эти дни Айсен Николаев снова здесь, вручает воинским частям квадроциклы «Сокол», общается с бойцами из Якутии. Главная наша просьба к вам, ребята, берегите себя, выходите из всех боев живые. Обязательно с победой быстрее возвращайтесь домой. Посещает школу подготовки операторов БПЛА, среди которых и якутяне. Группу пехоты мы зацепили осколками. И знакомится с новыми отечественными разработками боевых дронов. В войне дронов каждые 2 недели что-то доменяется, вот, чтобы это все максимально быстро учитывалось при производстве дронов. Мы сейчас очень плотно работаем с Восточным военным округом. Эксклюзивное интервью телеканалу «Звезда», главному информационному партнеру форума. В технопарке Якутия создают и перепрограммируют дроны. Какие сейчас вызовы, на ваш взгляд? Производить надо сейчас уже не сотнями, как раньше, а тысячами, десятками тысяч эти дроны. Ну и поэтому снижение себестоимости – это одно из важнейших задач, которая стоит перед всеми производителями дронов. Военно-патриотический телеканал о Якутии ее участие в спецоперации знает не понаслышке. День, когда в Якутске работает президент, они тоже здесь. Здесь? И готовятся осветить проекты Якутии в поддержку СВО, включая те самые беспилотные летательные аппараты. Имеется вариант работы как дневное, так и в ночное время суток. А еще встречу президента со специализированным подразделением БПЛА Якутии и их командиром. Сейчас перед вами вот здесь наши симуляторы, то есть это одно из наиболее сложных направлений подготовки операторов FPV-дронов. Отряд, который создан по инициативе Айсена Николаева. Уже свыше 350 добровольцев, контрактников прошло подготовку на базе нашего центра. Есть сегодня находится уже в зоне боевых действий. Уже скоро отряд станет специализированной воинской частью. Просьба президенту. Мы на самом деле просим вот эту часть, чтобы она у нас в Якутске оставалась. И чтобы она носила звание 42-й Якутский инновационный центр Министерства обороны. В память о полке, который в свое время был до революции в Якутии.
многие сотни лет, воевал в Крымскую войну, защищал героически Севастополь. Владимир Владимирович поддержал. Нерушимую связь поколений, которая будет продолжена. В составе данного полка в русско-японской войне участвовал родной дед первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, а его родной племянник в возрасте на сегодня 65 лет выполняет задачи в составе нашего отряда. Тот же зал, но за несколько минут до приезда президента. В невероятно быстром темпе, не без дублей, записываем стендап. Вот те самые площадки, о которых так много говорят и на региональном, и федеральном уровне. Здесь президенту все расскажут и покажут. Коллеги пишут интервью, другие работают с текстом. Не теряем возможности пообщаться с самыми известными коллегами по цеху. Как вам Якутск? Якутск – это одна из моих самых первых командировок 20 лет назад. Точно совершенно ощущение, что город преобразился. И находим минутку поприветствовать первого героя России из Якутии. Ладно, первое, кто мне интервью было. То самое интервью полуторагодовалой давности. Что вас заставило вернуться? Что вами двигало? Там были мои бойцы, мои братья. Рассказ о подвигах сначала нам, а после и Павлу Зарубину. Как это возможно 50 человек вытащить из-под огня? Прорвался, организовал эвакуацию, несколько этапов. С боями пробились. Сразу после вручения президентом звезды Героя России. Я помню, когда он вам вручал награду Герою России, вы, наверное, один из немногих, кто был, знаете, такой вот очень собранный, непоколебимый. Такая же у вас, собственно, речь в прошлый раз была. Наше дело правое, враг будет разбит. Каждая встреча все-таки дает какую-то нотку, может быть, немножко волнения. Но я думаю, справлюсь. Волнение, которое снимает как рукой после таких объятий и доклада о результатах работы Центра подготовки снайперов. Полигон рассчитан вести огонь на дистанции до 4 километров. В этом роде, где в начале года проходят первые в России соревнования на дальние расстояния. Кадры нашей передачи с того самого полигона, которыми тут же интересуются федеральные коллеги. Кстати, есть прямо с линии фронта ребята, которые приехали сюда. А это те самые соревнования, выявившие мой личный, так его назовем, рекорд – это 1,5 километра. Лучших снайперов страны. Первыми видим кубки победителей. Это у нас получается прицел, эмблема турнира. Сколько будет первых мест? 2. И становимся свидетелями чествования. И такого эмоционального поздравления от земляков, где можно разглядеть и Айсена Николаева. Ночную стрельбу выиграли сотрудники вашей службы безопасности, а дневную стрельбу выиграли якутяне. Кто бы сомневался? Стрелки и бойцы, которые могут и выстоять, и выжить. Что такое Якутия? Это славные охотники. И у вас же прекрасные ребята именно этой направленности. Снова возвращаемся на форум «Армия», где сначала идут переговоры, Практическая направленность очень правильная. а потом и подписываются соглашения с Министерством обороны страны. В рамках соглашения как раз решали вопросы ускорения внедрения образцов, разработанных в Якутии, в интересах специальной военной операции. В интересах специальной военной операции здесь каждое слово. Деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России получает весомую инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, граждан нашей страны. Каждый шаг и каждая встреча. Очень приятно. Таких в этот визит в Москву у Айсена Николаева будет много. Встречи, которые помогли решить широкий круг вопросов. Текущая работа главы. Это посвящена подготовке энергетической инфраструктуры республики к наступающему сезону холодов. Мы, как энергетики, мы отрабатываем элементы, связанные с устранением возможных нарушений. Здесь обсуждают вопросы строительства защитных сооружений от негативного воздействия паводка. Еще одна встреча о дальнейшей реконструкции аэропортов республики, включая вторую очередь Полярного в поселке Удачный. Это уже соседний город Мирный, строительные работы еще одного аэропортового комплекса. И взлетно-посадочная полоса, с этапом строительства которой знакомится в начале лета глава Якутии. Мы сейчас находимся с вами вот здесь. Транспортные узлы, без которых трудно представить развитие геологоразведки. Вот это промышленная площадка с кипового ствола, который выдает руду. Это мы посещаем площадку будущего рудника «Мир глубокий», где подземным способом будут добывать руду кимберлитовой трубки «Мир». Это обеспечение на десятилетия вперед стабильной работы
алмазодобывающей нашей компании здесь, в Мирнинском районе. Это социальное развитие города Мирного. Будущее алмазодобычи невозможное без его прошлого. Та самая трубка «Мир» – место, которое завораживает взор и вызывает вопросы о будущем самой известной алмазоносной трубки. Вошедший в летопись алмазодобывающей отрасли страны десятилетия назад. Искатели алмазов. Отряд лауреата Ленинской премии «Файнштейн». Начало новой жизни и первый алмаз, добытый на юго-западе республики в Сунтарском районе 75 лет назад. И это был обломок, поэтому всем интересно, где же он. Ну вот где-то он хранится. Самая интересная история – это когда его нашли, шифрограмма была отправлена. И звучала она как «Сдох олень». На следующий день была отправлена вторая шифрограмма. Сдохло 3 оленя. И это вот Файнштейн на Алматинской экспедиции был вот такой условный код, что мы нашли алмазы. Найденная алмазная россыпь, ставшая историей и отраженная в этой выставке. Память о первых шагах и всего большого пути. Включаем микрофон и начинаем запись. За этими камнями миллионы тонн с крыши, обогащенные руды, сотни тысяч людей середины 20 века, беспрерывный притом, работали. Здесь рассказывают о всех процессах создания, начиная от добычи и заканчивая огранкой, чтобы было полное понимание, комплексное о том, как же из руды получаются такие красивые, уникальные камни, которые ценятся во всем мире. Камни удивляют и поражают своей красотой и уникальностью. Вот подходим к одному из стендов, где со стороны на расстоянии можно полюбоваться гранями природной красоты. Видим и крупные алмазы, которым присвоены имена выдающихся якутян. Вот памяти Михаила Николаева, а это алмаз Балакшин Георгий Дмитриевич. А вот и он сам, заслуженный геолог Якутской ССР и его воспоминания, которые тоже ценны и дороги. Сам алмаз, можно сказать, первый раз я увидел в руках нашего геолога, прямо который отмыл их в штрихах. Это было в 1963 году в Анабарском алмазоносном районе. Очень такой большой, красивый алмаз. Помню, как он сиял на солнце. Перед открытием выставки время журналистов. Операторы снимают камень за камнем. Им стараются не мешать. А потом не мешают и они. Лишь ловят удивление от увиденного. Представляете, какая красота! И самых первых гостей. Первые глаза у нас все остаются. В главе Якутии показывают самые ценные алмазы. Самые красивые. Панно из более чем 7000 карат, изготовленное специально к дате. И экспонаты, которые не могут не удивить. Видела, как вы смотрели вот этот алмаз-погремушечка. Да, это очень интересно. Вы знаете, природа же, она очень богата на выдумки. Погремушка, знаменитый алмаз в алмазе, который, как специалисты говорят, когда трясешь его, он там звенит. Вот. Но это, конечно, вот удивительное чудо природы. Природный потенциал и огромный человеческий труд, изменивший историю. Огромный труд сотен тысяч людей, огромных коллективов трудовых, которые ни на минуту не останавливаясь, вот уже многие десятилетия работают во благо того, чтобы алмазодобывающая промышленность нашей страны была передовой. Мы неразрывно связаны. Сегодня более трети доходов бюджета. Это как раз вот наполняется благодаря труду алмазодобытчиков. Такая огромная республика, способная расти сама и помогать другим, особенно в трудную минуту. Как Республика Саха-Якутия пришла к нам на помощь, за 8 месяцев сделан огромный пласт работы. Соотечественникам необъятной страны и землякам. Чтобы дать бой каждому, кто нарушает границы, и поддержать. От быстроты, оперативности наших действий зависит жизнь наших солдат. Всей Якутии вместе с Айсеном Николаевым.